Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшикшара. И сегодня в эфире. Результат есть. Президент Аслан Бжани обсудил с членами правительства итоги официального визита в Сирию. Патриоты Апснахапщ. В Сухуми открылась фотовыставка, посвященная юбилейным датам журналистов, работавших в разные годы в газете. Проявить себя. Наша съемочная группа посмотрела спектакль детской творческой студии «Мое время». Президент Абхазии Аслан Бжани провел совещание по итогам официального визита в Сирийскую Арабскую Республику, который проходил с 16 по 21 мая. Глава государства поблагодарил членов делегации и всех, кто участвовал в его организации. Аслан Бжани выразил удовлетворение итогами визита. Он отметил, что его результаты, несомненно, будут способствовать многостороннему взаимовыгодному сотрудничеству между Абхазией и Сирией. В ходе визита в Дамаск обсуждались вопросы сотрудничества в экономике, банковской сфере, а также сельском хозяйстве, туризме, образовании, культуре. Президент поручил администрации президента и правительству проработать конкретные шаги по реализации достигнутых договоренностей. Также Аслан Бжани поручил председателю Государственного комитета по репатриации Вадиму Харазе усилить контакты с абхазской диаспорой в Сирии и активно содействовать желающим вернуться на историческую родину. Я хотел бы поблагодарить всех, кто имеет непосредственно отношение к организации этого мероприятия, поблагодарить тех, кто оказал нам содействие, помощь. Вы знаете, что помимо государственных институтов нам помогали бизнесмены. О чем мы там говорили, какие проблемы испытывает сирийская сторона, как бы они видели наше взаимодействие и сотрудничество. Сирия, как известно, находится в экономической блокаде. Она испытывает очень серьезные сложности из-за этого. Банковская система, она отключена от международных систем платежей. Говорили о том, что они готовы импортировать группа товаров. Она известна. Если есть возможность расширить этот перечень, то это было бы хорошо. По тому количеству тепла, которым мы были окружены, было бы неправильно, если мы не предпримем максимум усилий для того, чтобы вот эту поездку наполнить конкретными шагами. Так называемый семейно-образовательный центр «Школа-интернат Страна души», располагавшийся в поселке Дранда Гулрышского района, закрыт. Накануне с проверкой в центре побывали сотрудники Министерства внутренних дел Абхазии. Как и предполагалось, никаких разрешительных документов на функционирование заведения у руководителей центра не оказалось. Все воспитанники интерната переведены под опеку Министерства внутренних дел и перевезены в учебный центр МВД. Здесь они будут находиться до тех пор, пока их не заберут родители или опекуны. Руководители семейно-образовательного центра планируют вернуться в Абхазию после того, как восстановят свое доброе имя. Делать это они собираются через судебные органы России. До этого школа-интернат будет закрыта. Приезд Хабиба Нурмагомедова в Абхазию, запланированный на 1 июня в Международный день защиты детей, отменяется. Это связано с санкционным давлением со стороны США и Грузии, прямыми угрозами аннулирования американской визы, ограничения спортивной деятельности в UFC и расторжения контрактов с США. Об этом сообщил менеджер Хабиба Ризван Магомедов. Ранее лично Хабиб Нурмагомедов в телефонном разговоре с президентом Абхазии Асланом Бжани подтвердил свой визит. Хабиб Нурмагомедов передал слова благодарности народу, юным спортсменам Абхазии за интерес и поддержку. Он сожалеет, что не сможет приехать из-за сложившихся, независящих от него обстоятельств. Школа единоборств имени отца Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова примет спортсменов из Абхазии для подготовки к участию в российских и международных соревнованиях. Отбор спортсменов этим летом проведет Государственный комитет Абхазии по делам молодежи и спорту.
В воскресенье 30 мая в 6 избирательных округах Абхазии состоялись повторные выборы в органы местного самоуправления. Повторные выборы состоялись во всех 4 сухумских округах. По предварительным данным, в округе номер 2 из 4 зарегистрированных кандидатов победу одержал Джумбер Абухба. В округе номер 11 в выборах принимали участие также 4 кандидата. Победу одержал Ираклий Чачхалия. В округе номер 12 большее число голосов из 3 кандидатов набрал Алхаз Жиба. А по округу номер 18 прошел единственный кандидат Денис Инапшиба. В Галском избирательном округе номер 5 победу одержала представитель партии Амцахара Ольга Белоусова. В Гагарском районе в округе номер 10 депутатом избран Рауль Дзяпшипа. Сотрудники пожарно-спасательной части села Псху, которые вели поиски в пределах одного из возможных маршрутов движения российского туриста Владимира Ульянова, обследовали русло реки Бзыбь до ее слияния с рекой Грибза, что приблизительно составляет около 40 километров пути в одном направлении. Однако поиски не дали никаких результатов. Тем временем группа российских волонтеров, изъявивших желание подключиться к поискам, движется по маршруту в районе верховьев реки Гумыста. В состав группы входят также сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС Абхазии. Волонтеры не будут подниматься в альпийскую зону, а ограничатся работой в районе лесного высокогорья. Министр просвещения и языковой политики Налгабля встретился с делегацией Тамбовского государственного университета имени Державина, находящейся в эти дни в столице Абхазии. Обсуждались вопросы сотрудничества между университетом и управлением образования администрации города Сухум. Как было отмечено на встрече, Тамбовский государственный университет готов предоставить бюджетные места для абитуриентов из Абхазии, и уже намечена дорожная карта взаимодействия с сухумскими школами. Для реализации намеченных планов необходимо подготовить официальный документ о сотрудничестве ТГУ имени Державина и Управления образования администрации города Сухум. Сухумский офис детского фонда ООН при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию передал Министерству просвещения и языковой политики Абхазии 150 ноутбуков, которые будут распределены по школам республики. На 40 ноутбуках, предоставленных школам, установлена образовательная программа LifeLike, которая позволит использовать на уроках новые технологии 3D-моделирования. В дальнейшем ЮНИСЕФ планирует организовать курсы повышения квалификации по улучшению навыков пользования компьютером для преподавателей. Учитывая ситуацию, с которой мы столкнулись на протяжении последнего года, связанной с пандемией, с закрытием многих школ, по всему миру мы сейчас наблюдаем такую ситуацию, когда формат образования очень сильно меняется, и очень много работы проходит в онлайн-формате, и Абхазия не исключение. В связи с этим мы понимаем, что и процесс, который происходит, связанный с таким форматом цифровизации, что очень много систем образования переходит в онлайн-формат. Вот мы сегодня хотим провести такую акцию по передаче ноутбуков для школ. Мы совместно с интернет-провайдером системой проводим интернет по школам Абхазии, то есть интернет-провайдер бесплатно предоставляет интернет в школах, следовательно, этот момент будет учтен. Сегодняшняя акция в свете модернизации образования, необходимости введения новых инноваций играет огромную роль. С учетом того, что экономическое состояние нашего района не всегда благополучно, это неоценимый подарок для наших детей и наших педагогов в целях развития образования, развития наших детей, привлечения к современным технологиям, к новым методикам работы. Конечно же, это же наш дефицит в технике не покрывает, но мы надеемся, что это большим подспорьем будет для наших общеобразовательных учреждений, в особенности в это время, когда пик пандемии во всем мире, то есть мы видим, что без технологий, без ноутбуков, без интернета система образования начинает очень сильно хромать, потому что во многих классах, во многих школах, если даже вводятся какие-то временные ограничения, оно дает нам, чтобы учитель не выпал из системы образования, процесс обучения продолжался. Это первый этап, будет также второй этап, где мы и периодически будем стараться покрывать тот дефицит, который необходим нашим образовательным учреждениям. Мы, еще раз отмечу, благодарим ЮНИСЕФ.
Союз журналистов Абхазии при содействии фотоагентства «Апсны Пресс РТФ» и Национальной библиотеки имени Папаскира организовал памятную выставку фотографий, посвященную юбилейным датам журналистов, работавших в разные годы в газете «Апсны Хапщ». Фотовыставку посетили вице-президент Бадра Гунба, министр культуры Гудиса Агарба, депутаты парламента, общественные и политические деятели Абхазии, а также родственники сотрудников газеты «Апсны Хапщ». Подробности в репортаже Эсмы Гуланзе. Газета «Апсны» в советские годы, выходившая под названием «Апсны Хапщ», бесценная летопись жизни нашего народа. Издание сыграло большую роль в становлении абхазской журналистики и литературы. Газета начала выходить в сложный период истории Абхазии, господства грузинского меньшевизма, и стала своего рода отражением национальных чаяний нашего народа. Наряду с общественно-политическими темами журналисты освещали проблемы абхазского языка, образования и другие злободневные вопросы. Давид Киут трудился корреспондентом в газете с 1966 года. В этом году ему исполнилось бы 90 лет. Дружная была журналистская абхазская семья. Конечно, в тяжелых условиях приходилось работать. Сами понимаете, Советский Союз, идеология ЦК КПСС, КГБ давлела. Были случаи печальные, когда КГБ вмешивалось в работу. Папа очень переживал. Очень переживал. И, конечно, он очень сдержанно никогда не говорил на эту тему. Но ему было неприятно. А сложности были со всеми абхазскими журналистами. Но они были жизнерадостные, талантливые люди. Они шутили, часто собирались в гости. То у нас собирались, обеды делали наши мамы. То у Шалико Камки, Борис Тужба и другие замечательные журналисты. Борис Каджая, талантливый переводчик. Но самое главное, хочу сказать, что они еще и писали стихи, пьесы, рассказы. Первые выпуски газеты формировала группа редакторов, но основную работу выполнял писатель Дмитрий Гулия. Он занимался сбором информации и находил журналистов. В разное время на страницах Апсны появлялись талантливые авторы, оставившие заметный след в журналистике и литературе. В этом году 8 из них отметили бы свой юбилей. Это Борис Тужба, Руфет Бутба, Владимир Чуаз, Сарион Таркил, Георгий Нараско, Рамис Барцыц, Давид Киут, Виктор Кокаскир. По задумке Союза журналистов Абхазии фотовыставка объединила их снимки и рабочие моменты редакции газеты. Самое главное — обратить внимание на ситуацию в абхазской национальной газете, в журналистике, как обстоят дела, какие были традиции, какое сегодня состояние и какие у нас перспективы. Для нас очень важно, чтобы молодые журналисты, люди, которые обучаются в Абхазском государственном университете, имели возможность изучить историю абхазской журналистики, они там проходят. Вот так увидеть это визуально. Чем больше мы сможем собрать материал и показать, я думаю, что мы выполним такую хорошую миссию. Миссию по увековечению памяти наших коллег и по пропаганде абхазской национальной печати. Первый номер первой абхазской газеты вышел 27 февраля 1919 года. Сегодня, спустя 100 лет, легендарная Апсны, публиковавшая ярких представителей абхазского народа, продолжает жить. Издание хранит историю поколений и, преодолевая существующие трудности, по-прежнему служит своему читателю. 1918 года потерянные какие-то номера мне приходилось переводить с абхазского на русский. Я там увидела, какая публицистическая полемика шла между Дмитрием Гулей, между Лакирбай, которого мы знаем только как новеллиста, а он был тоже сильным публицистом и публиковался в этой газете. И очень, не говоря о Дмитрии Гуле, который был основоположником этой газеты, и после очень много журналистов, которые потом стали и писателями, и поэтами, прошли эту школу именно этой газеты. И сегодня вообще эту газету надо больше, наверное, чтить, почитать, и к ней должно приходить и работать, в ней работать больше, я думаю, молодых журналистов. Памятная фотовыставка продлится до 4 июня, а 11 июня для студентов отделения журналистики АГУ пройдут встречи и лекции о творчестве журналистов, работавших в газете «Апсны». Эсма Гуланзе, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.
В Гудаутском музее Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбара открылась выставка работы Лены Назаровой. Художница родом из Красноярска, но уже на протяжении 7 лет проживает в Абхазии. Наряду с ценителями изобразительного искусства открытие выставки посетили и военнослужащие 7-й российской военной базы. На выставке представлено 58 работ. Все они написаны в нашей стране. В основном это пейзажи, на которых запечатлена живописная природа Абхазии. Выставка состоялась, спасибо Елене и Баталу, и всем, кто помогал, но моя роль на этом заканчивается. Мое дело дальше рисовать картины, а воспринимать, чувствовать, общаться – это спасибо вам, всем, кто здесь находится. Спасибо. И еще хочу поблагодарить моего супруга, потому что если бы не он, Дмитрий Валентинович, меня бы не было как художника. Нам всем нужна поддержка. Мне супруга, ваша поддержка. Вам, возможно, кого-то поддержат мои картины, потому что мы не знаем, где и как наступит момент созвучности, который дает силу. Спасибо всем. Глава администрации Сухума Беслан Эшба встретился с помощником города Брянска Российской Федерации Александром Щемелининым. Александр Щемелинин передал приветствие от имени мэра Брянска Марины Дбар. Как сообщает пресс-служба столичной администрации, в рамках встречи обсуждались возможные направления сотрудничества между двумя городами. Беслан Эшба также встретился с директором Государственного музея боевой славы имени Ардзанба Мзиебея и ее заместителем Николаем Медвенским. Мзиебея выразила благодарность за оказанную поддержку в организации историко-патриотической акции «Дорогами героев. Стезею славы», посвященной очередной годовщине наступательной операции абхазской армии, предпринятой с целью освобождения города Сухум от оккупационных войск Госсовета Грузии. От имени музея боевой славы Беслану Эшба преподнесли в дар книги о первом президенте Абхазии Владиславе Ардзанба. Глава Сухума интересовался дальнейшими проектами музея. Мзиебея рассказала об экспедиции, которая запланирована на Мемрухский и Санчарский перевалы при поддержке правительства Абхазии. В детской творческой студии режиссера театра и телевидения Нары Пилия состоялся предпремьерный показ спектакля по мотивам пьесы Анны Богачевой. Несмотря на волнение, юные артисты справились с задачей на отлично. Репортаж Гугуцы Вардания. Перед вами волшебный лес. Вместо деревьев в этом лесу цветы и травы. Желтые одуванчики. А далее в лесу появляются и другие его обитатели. Их роли исполняют маленькие актеры творческой студии «Мое время» под руководством режиссера театра и телевидения Нары Пилия. В спектакле играют дети разных возрастов, самой маленькой – 3 годика. Несмотря на свой юный возраст, дети чувствуют себя на сцене уверенно. Здравствуйте, уважаемый червяк. Вы не видели меня, потому что мой дом находится на другом берегу. Дети играют в спектакле по мотивам пьесы драматурга Анны Богачевой про самого длинного червяка. По сценарию главный герой все время расстраивается из-за того, что не может найти общего языка с обитателями леса, но при этом старается дружить со всеми. По словам руководителя творческой студии Нары Пилия, это произведение они выбрали не случайно, ведь это история о том, как важно найти себя и друзей. Благодаря этой постановке я смогла раскрыть через персонажей, которые были представлены в пьесе, каждого актера в отдельности. Да, там есть главный герой, который проводит эту нить, связующую между каждым встречающимся на его пути персонажем. И в этот момент, когда работают на сцене двое, это уже такой моноспектакль, то есть такой идет этюд, благодаря которому могут раскрываться те качества, которые мы смогли развить здесь.
А говорят в студии о таких качествах, как доброта, возможности видеть лучшее в себе и в других, опознание себя и о том, что не обязательно быть заложником обстоятельств. Надо находить выходы из различных жизненных ситуаций. Дети поют, танцуют, читают, рисуют и мечтают. Все направлено на то, чтобы они могли себя проявить. Процесс, который здесь происходит, достаточно глубокий, тонкий и полезный, на мой взгляд. И не только на мой взгляд, судя по тому, что детей не обманешь, и то, как они себя ощущают в нашем пространстве, и то, что они раскрывают в себе, дает мне право думать, что я иду верным путем. Творческая студия «Нары Пили» работает уже 2,5 года. На показе спектакля детской творческой студии «Мое время» присутствовали только родители, сестры и братья маленьких артистов. Но уже совсем скоро предстоит премьера. Кугуца Вардания, Инна Гухава, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидромедцентра, во вторник, 1 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью и днем преимущественно без осадков. Вечером дождь, возможно, гроза. Температура воздуха ночью 13-18, днем 21-26 градусов тепла. Температура морской воды плюс 18 градусов. На этом информационный выпуск Амши Ушара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.